Как идет подготовка к отопительному сезону? Первый вице-премьер ознакомился с работами на столичной ТЭЦ. Обеспечение населения чистой питьевой водой и произведение Айтматова в новых театральных постановках. Что готовят для зрителей, об этом и не только узнаем в ближайшие 10 минут. В студии Джибека Парбекова. Здравствуйте. Первый вице-премьер Кубатбек Буронов посетил ТЭЦ Бишкека, где ознакомился с ходом строительства нового цеха химической водоочистки и угольного склада, а также работы турбинного и котельного цехов. Директор предприятия Андрей Воропаев проинформировал о поставках топлива на станцию, подготовке к предстоящему отопительному периоду. В настоящее время ведутся работы по утеплению и остеклению турбинного и котельных цехов. Ожидается поставка контрольно-измерительных приборов и, согласно графику, идет ремонт основного и вспомогательного оборудования, сообщил директор. Первый вице-премьер-министр поручил выполнить все ремонтные работы в срок. Укрепление сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, образования, туризма и культуры обсудил первый вице-премьер-министр Кубатбек Буронов с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, прибывшим с визитом в Кыргызстан. 2018 год в нашей республике объявлен годом развития регионов. И в этой связи сотрудничество на межрегиональном уровне между странами является важной составляющей в развитии кыргызско-российского сотрудничества. В данном контексте Республика Коми представляет для нас большой интерес, подчеркнул Буронов. И добавил, что кыргызская сторона готова поддержать соглашение о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве. В рамках рабочей поездки в Азербайджан спикер Джорху Кенеша Достамбек Джумабеков встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который отметил значимость проводимого мероприятия и выразил благодарность главам делегации за их участие в праздничных мероприятиях, посвященных столетию парламента Азербайджана. В свою очередь Достамбек Джумабеков поздравил азербайджанскую сторону с этим знаменательным событием и выразил свои самые теплые пожелания. Кроме того, парламентская делегация во главе с Торога Джорху Кенеша Достамбеком Джумабековым посетил секретариат парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Делегация ознакомилась с текущей деятельностью и запланированными мероприятиями секретариата, обсудила перспективы развития и расширения парламентской ассамблеи. Генсекретарь Тюркпа Мама Юсупов проинформировал о подготовительной работе по организации и проведению 8-го пленарного заседания Ассамблеи, которое состоится 20-22 ноября в Турции. Также наша делегация приняла участие в торжественной церемонии посадки дерева в саду секретариата. Новым главой представительства Европейского Союза в Кыргызстане назначен Эдуард Аулер. Он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Орлану Абдылдаеву и приступил к своим обязанностям. Стороны вновь подтвердили заинтересованность в сотрудничестве в таких секторах, как образование, верховенство права и комплексное развитие сельских регионов, включая обеспечение водой. Аулер отметил заинтересованность Евросоюза в поддержке процессов укрепления демократии и прав человека в республике. Прежний глава представительства ЕС в Кыргызстане Чезаре де Монтес завершил свою миссию в прошлом году. Власти Аша вновь озаботились проблемой бесперебойного обеспечения горожан чистой питьевой водой. Этот вопрос поднимается не один десяток лет, на его решение направляются огромные средства. Но проблема так и остается нерешенной. Как только начинаются проливные дожди, Ош остается без чистой питьевой воды. С чем это связано и почему проблему не удается решить в такое время, расскажет Гульбара Кенджеева. Ош – единственный город в Центральной Азии, который берет питьевую воду из открытого водоема, точнее из реки Акбуры. Во время проливных дождей ливневые стоки выбрасывают в реку массу грязи. В результате мутность воды резко возрастает. Фильтры очистных сооружений горводоканала не успевают очищать воду, и ее попросту отключают, иногда на несколько дней. Чтобы решить эту проблему, 10 лет назад разработали проект строительства подруслового канала. Он должен был находиться на глубине 5-6 метров и накапливать резервную воду. В 2010 году здесь был построен первый подрусловый канал, который должен был обеспечивать город чистой питьевой водой во время паводков и селей. Однако проект оказался недееспособным, и 20 миллионов сомов, выделенных из местного бюджета, практически канули в воду. В 2014 году попытку повторили и построили уже более дорогой канал, который обошелся в $1,5 миллиона. Но однако и он проблемы не решил. Как позже выяснилось, запасов воды, необходимых для наполнения подруслового резервуара, под землей не оказалось. Таким образом, средства Азиатского банка развития тоже бесследно пропали.
На сегодня в Подрусловый канал поступает лишь 200 кубов воды в секунду. Это в 4 раза меньше обещанного объема. Следовательно, проблемы решить не может. Поэтому мы этот объект отказались принимать в эксплуатацию. Вообще мы сначала были против строительства такого канала, поскольку проект был сомнительным. Зная, что проект сомнительный, работники Горводоканала доказывать свою правоту не стали, поскольку заказчиком, по их словам, является Госстрой. Говоря иначе, молчаливо согласились с бездарным закапыванием миллионов в землю. Причем дважды. Этот вопрос нельзя спускать на тормозах. В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту. Ведется следствие. Виновные должны быть наказаны, будь то проектировщики, эксперты или заказчики. Тем временем в мэрию уже начали поступать новые проекты и новые обещания решить проблему всего за несколько миллионов долларов. И если правоохранительные органы не дадут должную оценку бывшим проектам, очередная сумма может вновь раствориться в песке или в чьих-то карманах. А горожанам придется по-прежнему уповать на милости небесной канцелярии. Гульбара Кинджеева, Джилдызбек Болотбеков, Общественный первый канал, Ош. Чистой питьевой водой в ближайшее время будут обеспечены жители самого отдаленного села Нарынской области Джергучку. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 10 миллионов сомов, и 90% работ по бурению скважины и прокладке трубопровода завершены. Раньше люди употребляли воду из местной речки, из-за чего были нередки заболевания различными инфекциями. К этой речке на водопой приходят и домашние животные, и людям приходилось ее употреблять. Часто, особенно в жару, люди пили ее не прикипятив, заражались различными инфекционными заболеваниями. Скоро получим доступ к чистой питьевой воде. И к другим темам. К 90-летию Чингиза Айтматова в Аграрном университете имени Скрябина после ремонта открылся кабинет, посвященный великому классику литературы. Здесь собраны художественные и научные труды писателя. Такого большого собрания айтматовских книг, как говорят в университете, по всей стране не больше 2. Также прошла научно-практическая конференция произведения Айтматова «Феномен духовной культуры мира». В работе конференции приняли участие депутаты Джоргу Кенеша, члены нацкомиссии по госязыку, профессора и педагоги. Хочется отметить, что в открытии кабинета в 2004 году участвовал сам Айтматов. Мы также гордимся тем, что Айтматов учился в нашем университете с 1948 по 1953 годы. Окончил факультет зооинженерии. Сейчас во многих странах проводятся мероприятия к юбилею Чингиза Айтматова. Его книги переведены на более чем 170 языков мира. В новом кабинете мы собрали все произведения Айтматова. А тем временем актеры кыргызского драмтеатра готовят новый спектакль по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Худрук драмтеатра Назым Мендебаиров обещает, что в постановке будут сохранены все значимые моменты романа, и она полностью отразит мысль великого писателя. Новый спектакль станет 3-й по счету постановкой в репертуаре театра по мотивам произведения Айтматова. Премьера запланирована на начало ноября. Спектакль «И дольше века длится день» у нас ставился в 84-85 года. Ставил его народный артист республики Искандер Искулов. Едыгея играл тогда народный артист Советбек Джумадылов. Это был замечательный спектакль, который долго шел в репертуаре нашего театра. А вот ныне, посвящая к 90-летию Чингиза Тореқуловича, решились поставить этот спектакль на нашей сцене. У нас, кроме этого, идут 2 спектакля Айтматова. 2 спектакля по его произведениям. Это «Материнское поле» в постановке покойного Марата Козукеева. И это «Белое облако Чингисхана» в постановке народного артиста Туркменистана Кахадяна Аширова. И на этом пока все. Еще больше новостей на нашем официальном сайте www.ktrk.kg. Оставайтесь с нами на телеканалах КТРК и Алатот 24.